Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами снова программа «Кинолетопись Якутии». И сегодня наш гость, руководитель медиацентра «История и мы» исторического парка «Россия. Моя история», главный редактор СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» Олег Леонидович Жунин. Олег Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. И начать мы с вами хотим с небольшого сюрприза. В наших фондах есть материалы любительской киностудии, которой руководил Василий Чупров, известный кинолюбитель. Давайте посмотрим. Это было, да, достаточно давно. Я тогда на первом курсе геологоразведочного факультета учился. Ну, достаточно интересная была студия, решил в этом поучаствовать. И снимали это кино «Ералаш». Там целая серия была, кстати. Потом она демонстрировалась тогда на дискотеках. Хорошо было. А так, в принципе, интересно были сами по себе съемки. Это в ДК имени Кулаковского, сейчас так называется, снимали. И снимался там, был секретарь обкома партии. Так что республики. Это один из преподавателей. Да, один из преподавателей. Ну, достаточно такая интересная молодежная программа по тем временам. И снимали ее все студенты. Василий Чупров только руководил. Сами все студенты делают. Ну, такой опыт, так скажем. Очень интересно. И вот вы говорите геологоразведочный факультет. И каким образом вы потом пришли, скажем так, к сегодняшнему состоянию на телевидении? Не знаю, я, наверное, с детства был к телевидению неравнодушен. Как мама говорила, как программа «Время», советское время начиналась, садился на стульчик и говорил «здравствуйте». И с этого и началось. Потом, с течения обстоятельств, я жил в Тикси, потом уезжал, учился и так далее, служил, и потом обратно приезжал. И там был у меня одноклассник, и он и есть. Кстати, ему привет огромный. В Тикси, Валерий Савельев. Вот у меня он как-то взял и немного в телевидение пригласил, а потом там с течением обстоятельств я попал на нашу национальную вещательную компанию, проходил там практику для Тикси. Но получилось так, что опять привет Галине Захаренко и всему коллективу, который там работал тогда. Ну, не знаю, меня заметили и пригласили на национальную вещательную компанию. Я выбрал оператором и там проработал много лет. Несколько лет назад вы стали победителем республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии», и до сих пор вы у нас, скажем так, да, обладатель самого большого фонда, более чем 700 наименований, и многие из которых признаны особо ценными в историческом, культурном, научном плане. И там большой массив материалов о Южной Якутии вы работали в Нерюнгри. И вот эта вот история развития Якутугля, становления самого города, людей, это вот имеет такую неприходящую ценность. Вот расскажите об этом периоде. Ну, туда меня пригласили, да. Опять же могу сказать, что это главе тогда района Старцеву сказать надо огромное спасибо. Это руководство НВК «Саха». Дело в том, что Нерюнгри меня интересовало, это еще с 86-го, когда поступал в ИГУ. Тогда нас возили в Минерно и так далее, показывают крупные промышленные предприятия, которые занимаются добычей. Кто угля, алмазов, тогда заинтересовало. И попал в Нерюнгри, я увидел какой-то масштаб. Какие там люди, какой там город. Ну, необычно стоит в том, что Якутск или Тикси брать, это другие немного города. А там такой маленький, компактный, и работая в филиале Нерюнгринском, он с нас начался тогда в Нерюнгри. Не один я туда поехал. А потом получилось так, что это затягивает. Вот когда работаешь на таких крупных предприятиях, особенно насколько интересно там люди, и технология. Вот в вашем архиве есть и первый взрыв, и последний взрыв холдинг компании «Петукуль». Но это редкость. В вашем становлении тоже принимали участие люди, так скажем, да, такие вот, скажем, масштабные. Национальная вещательная компания, она чем горда и велика. Дело в том, что я захватил как людей с советского времени, потом пошли нашим, сейчас уже эксакалы, да. Там больше всего я вспоминаю, конечно, Сергея Таюрского, главного оператора НВК «Саха». К сожалению, у нас
нет с нами. Ну, многих нет уже. Тогда же не учили так, как сейчас. Приходилось все постигать на практике, на опыте. И было достаточно, ну, так сказать, интересно. И могу так сказать, и коллег своих, Ивана Семенова вспомнить. Ну, сейчас такого нету, но вспоминаю, что мы 2 года были операторами Саха-Сырья-Якутия. 2 оператора обеспечивали полностью, 2 всего, из 23. 2 года мы так работали. Достаточно тяжелая работа, но тем не менее этот опыт, он очень такой полезный. Но самое главное, что ты всю республику практически объезжаешь. Ну вот и сейчас вы уже руководитель медиацентра, вы главный редактор. И вот какие сейчас вот перед вами стоят задачи? Главным редактором быть достаточно, честно скажу, серьезная штука. Это надо учитывать все обстоятельства и еще думать о том, чтобы, ну, как бы тебя смотрели, там сайт. Это очень сложно. А на самом деле главным редактором СМИ я стал в 2010 году. А в 2013, благодаря нашему главе республики, СМИ получилось, СМИ точка взаимодействия. Ну, тоже обстоятельства были такие. И я очень плотно с нашей главой работал, он тогда мэром был. Мы тогда на основе опыта СНЛК Саха создали городской округ, программу, вели ее на ВГТРК Саха. И так пошло, поехало, приходилось. Был очень молодой коллектив. Кстати говоря, один из первых кабельный канал создал именно вот такого формата. Ну, в Якутске не было, чтобы как бы независимо по тем временам, а я говорю, свободная СМИ могла выходить в эфир как в интернет одновременно, так и на телеканале, на кабеле. Ну, это опыт такого, так сказать, цифрализации, сейчас это называется. Он достаточно объемный, в принципе, и он противоречивый, но тем не менее он достаточно большой, и тогда как-то, не знаю, наверное, первый, кто смог сочетать интернет и телевидение, достаточно сложный формат, но тем не менее, думаю, что удалось. Да, у вас отличающийся от других все-таки свой почерк, свой штат, да, интересных людей вы подбираете для сотрудничества. Но у вас есть еще своя собственная точка зрения на сохранение визуального наследия. Вот поделитесь. Вот много лет, как работал, если говорить об этом, да, опыт, я еще раз говорю, национальной вещательной компании Саха, когда работали в Саха-Сырья-Якутия, понимаете, там это поток информации, и его надо все время обрабатывать. И без фактов из того, что проходило, ну, например, построили там агрофирму, она работает сегодня вот так, а видео-то надо сохранять, архивы. И в НВК Саха свой был архив. И они вот до сих пор он есть, они его накопляют. И тогда я заметил, что это необходимость, просто необходимость. На сегодняшний день к этому отношение оно простое. Сегодня время бежит моментально, момента мода, да, так говорят. И многие вещи люди моментально забывают, не помнят и так далее. А когда ты это снимаешь, я вот стараюсь все сохранить. Вот этот архив такого потокового видео, простых съемок, это нужно для того, чтобы наша история это же, в принципе, цикл, он повторяется все время. Для изучения этого опыта, чтобы потом не делать таких же ошибок. Принцип вот такой, да? Леонидович, а вот сейчас чем вы конкретно занимаетесь? Я человек стабильный и постоянный, потому что в 2010-м, как появилась возможность создавать творческие программы, а в 2013-м мы зарегистрировали СМИ «Точка взаимодействия», и мы до сих пор работаем. Дело в том, что «Точка взаимодействия» имеет свои авторские программы на телеканале «Россия-24» ВГТРК Саха. Выходим в эфир, и там различные темы. Насущные до исторических. Почему исторические? Потому что я еще работаю руководителем медиацентра исторического парка «Россия. Моя история». Потому что там очень интересная технология, да? И вот сочетание опыта «Точки взаимодействия», то есть осваиваю технологию интернета. То есть, если я приду, я могу выйти в прямой эфир на YouTube-канал, на любой социальной сети и рассказать, что происходит. Вот проект «Память поколений», чем он вам дорог? Почему вы так занимаетесь? Это касается, наверное, больше моей семьи, да.
Это касается моей матери, которая завещала сделать погост. Рядом с дачей матери находится старый погост, и мы сейчас из него делаем историческое место. Уже проведено много работ. В этом участвовали мои сыновья Михаил и Евгений. Они помогали мне делать эту программу. Так она и называется «Память поколений». Участвовать в народном бюджете города Якутска. Здорово помог глава города Якутска, городская дума. Но примечательно, что благодаря, наверное, тому, что там участвовали мои сыновья, а они практически заставили снимать, и у них, у меня появилась какая-то гордость и понимание, что у меня сыновья все-таки чего-то добились сейчас. Вот сотрудники нашего аудиовизуального центра очень благодарны вам за то, что вы сохраняете свои такие материалы, вы понимаете их ценность. Знаете, есть такое высказывание, что без архива нет истории, без истории нет науки, и без науки нет развития. Вот вы это прекрасно понимаете. Спасибо вам большое. И я думаю, что многие ваши коллеги тоже пойдут, скажем так, таким же путем и тоже будут сохранять свою собственную работу для того, чтобы она осталась для будущего. Спасибо вам большое. Всего доброго. Великие умы человечества, совершившие множество открытий и достижений. Ломоносов, Ковалевская, Менделеев. Можете узнать про атомный проект СССР. На этом интерактивном стенде вы можете собрать новейшую российскую ракету. Россия миру! Новый взгляд на привычные факты. Приглашаем вас в исторический парк «Россия. Моя история». СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. Подробности на сайте Округ ТВ.